Ну что, дорогие друзья, организованная преступность и финансовые мошенники продолжают зомбировать наших граждан. И взамен лоховозки Boxy Wheels, которая упала некоторое время назад, в чатах вкладчиков этой лоховозки Boxy Wheels появилась новая реклама. И это так называемая компания NBC. Посмотрите на эти скриншоты. Что самое интересное, люди знают, что это лоховозка, потому что вот этот пользователь говорит: появилась такая же компания, как Boxy Wheels, давайте зайдем в начале, смотрите текст. Теперь о самом интересном. Телеграм-канал, в котором выкладывается рекламный контент о так называемой компании NBC, был создан в 2023 году, но, видимо, был продан или был украден, потому что весь контент был заменен на контент компании NBC, и при этом это произошло в марте этого года. Однако весь контент датирован 23 годом. Таким образом, мошенники создают историю контента, и якобы эта компания существует какое-то время. Более того, видимо, поток вкладчиков пошел хороший, и мошенники купили компанию в штате Колорадо и позиционируют себя как официальная компания, но при этом мы видим, что эта компания была куплена с полки. До марта текущего года эта компания называлась Mounting Top Advertising LLC. И с марта этого года она была переименована в NBC Video Advertising Ltd. То есть мошенники все подготовили и создали определенную репутационную историю. Двигаемся далее. На всех подъездах, где это можно, сектанты, зомбированные сектанты, наши граждане, вешают вот такую вот рекламу, вовлекая граждан в этот лохотрон, который имеет явные признаки финансовой пирамиды. А вот эта вот вся реклама, которую делают наши граждане, развешивая вот такие вот листовки, она подпадает под признаки статьи 217 прим. 1 реклама финансовых пирамид, о чем мы обязательно сообщим агентству по финансовому мониторингу. Благо, что все телефоны этих горе-рекламщиков зафиксированы прямо на этих объявлениях, которые они развешивают на подъездах. Кроме того, как уже вошло в моду для того, чтобы легче было зомбировать наших граждан, эта так называемая компания NBC занимается еще и благотворительностью, раздает продукты и якобы помогает гражданам с низкими доходами. Посмотрите на эти фотографии. В чем заключается заработок? Все на самом деле очень банально, и мы это уже проходили на так называемом проекте Warner Brothers, по которому уже идут разбирательства в агентстве по финансовому мониторингу. Это просмотр видеоконтента. В данном конкретном случае предлагают за деньги просматривать видеоконтент, который компании NBC не принадлежит. То есть у компании NBC нет авторских прав на этот контент. Это чужие объекты авторских прав, за что платить деньги могут только идиоты, либо мошенники для того, чтобы увеличить количество вкладчиков в финансовой пирамиде. Кроме того, через доступные анализаторы сайтов мы видим, что основной поток тех, кто смотрит сайт этой компании NBC, это казахстанцы. И мы видим, что в одном из чатов свыше 700 человек, и таких чатов на самом деле достаточно большое количество. Если говорить о том, сколько на этом люди пытаются заработать, в объявлениях сказано, что в день можно заработать от 3000 тенге до 500 тысяч тенге. Но мы можем посмотреть сетку этих доходов, и по самому минимальному вкладу в 5000 тенге обещают ежедневный заработок, это 3% в день, это просто фантастика. 90% в месяц, это тоже супер фантастика. И свыше 1000% в год, ну вы понимаете, что это самый настоящий лохотрон. Дорогие друзья, еще раз повторяю, что по этому конкретному факту мы просим агентство по финансовому мониторингу принять самые жесткие меры, привлечь к уголовной ответственности тех, кто рекламирует данный лохотрон, а также установить организаторов этой финансовой пирамиды и отправить их туда, где они должны находиться по закону. Кроме того, мы видим, что якобы некая блогерша, посмотрите вот на эту фотографию, прямо рекламирует эту компанию NBC в своих социальных сетях, о чем мы тоже сообщаем агентству по финансовому мониторингу для того, чтобы принять меры, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным кодексом.